Здравствуйте, в эфире «Итоги недели», студия Анастасия Ильчубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Земляной пол и фанерные стены за миллионы рублей. Как администрация Баймакского района закупала квартиры для детей-сирот, пригодные для проживания, лишь на бумаге. Когда мы вскрыли полы, там обнаружилась, вот земля, там сантиметров 10, и начинается уже пол. Вопросы есть теперь не только у жильцов квартир, но и у прокуратуры, правоохранительные органы. Ищут виновных. Направлены материалы для решения вопроса об их уголовном преследовании. Не мог говорить от страха. Уфимец спас мальчика, провалившегося под лед в парке Якутова. За последний месяц это уже второй инцидент. Он лежал на льду возле полыньи. Стонал, был весь мокрый. Количество маленьких пациентов в больницах выросло. Скачок детского травматизма прогнозируют и в новогодние праздники. Как уберечь ребенка, выяснял Азат Садриев. И лишь от вашей внимательности и контроля за детьми зависит, где вы встретите наступающий Новый год. В республике выросли картошка, морковь и капуста. В цене стоимость минимального набора продукта изменилась. Нынешней зарплаты не хватает. Потому что зарплата и цены в магазине – это две разные вещи. Больше придется заплатить и за новогодний стол. Во сколько обойдется главное блюдо праздника – салат оливье, подсчитала Айгуль Хатыпова. Так называемый индекс оливье уже много лет используется как точное отражение уровня инфляции. Быстроразлагающийся пластик, ультрапрочные материалы для самолетов и ответ на вопрос, кто больше предрасположен к онкологии. Башкирские ученые представили свои разработки на форуме в Сочи. Все это дело прессуется в то или иное изделие. Мы получаем в итоге экологичный пластик. А Уфимский нефтяной университет и Московский энергетический институт будут вместе работать над карбоновым полигоном. Мы сможем выстроить полноценную такую цепочку, проект полного цикла. Стала известна предварительная причина возгорания нефтяного завода в Туймазах. Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС ночью. На территории ООО «Пилот» загорелся подземный резервуар с мазутом. Произошло разрушение кирпичного строения, находящегося вблизи очага. Силы и средства были привлечены по повышенному рангу, по предварительной информации Главного управления МЧС. Во время перекачки мазута от цистерн в резервуар произошло резкое воспламенение жидкости. Ее выброс в атмосферу. Пожарные оперативно предотвратили дальнейшее распространение огня. Погибших и пострадавших нет. Сотни бизнес-встреч и десятки соглашений. На неделе состоялся деловой визит башкирской делегации во главе с Радием Хабировым в Республику Беларусь. С нашей стороны было около 40 различных предприятий. Говорили о поставках новой техники, в частности, приобретении троллейбусов, обмене опытом, в том числе в сфере сельского хозяйства и дорожного строительства. Белорусская сторона предложила довести торговый оборот с Башкортостаном до $1 миллиарда, за счет чего и насколько большой потенциал у двух республик, расскажет Артур Шамсудинов. Монумент Победы – один из символов белорусской столицы. Композиция, увековечившая память о подвигах воинов Красной Армии и партизанов, сражавшихся в годы Второй мировой. И, конечно, глава Башкортостана не мог не возложить венок к столь значимому для белорусов месту. Ради Хабиров отметил не только общность истории, но и корней между двумя народами. Ни ковид, ни западные санкции не должны разрушить отношения, проверенные десятилетиями. Укрепление дружественных и деловых связей между двумя республиками легло в основу нынешнего визита башкирской делегации. Вы знаете, было очень приятно смотреть, когда наши министры промышленности, сельского хозяйства встречались с вашими, обнимались, и они друг друга очень хорошо знают, и эта работа ведется. Очень приятно было смотреть, что руководители наших крупных предприятий знают руководители ваших предприятий, потому что действительно сотрудничество между экономикой Беларуси и Башкортостана, оно очень давнее. Однако из-за пандемии между Башкортостаном и Беларусью существенно снизился торговый оборот. На текущий момент его объем составил $280 миллионов, что на 16% ниже прошлогодних показателей. Ориентир вполне очевиден. Нам надо восстановить товарооборот $700 миллионов. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. И я уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и $1 миллиарда товарооборота. Мы к этому готовы. Радий Фаридович, ваш лозунг, я знаю, «Мы можем лучше», можно уверенно дополнить словами «Вместе мы можем лучше и больше». В рамках визита состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана. Белорусским партнерам рассказали, что по качеству деловой среды и уровню комфорта предпринимательской деятельности регион входит в число лучших в России.
Говорили и о преимуществах созданных особых экономических зон, в том числе о налоговых льготах и компенсациях на затраты. Упомянули и о развитии авиакластера с участием крупнейших российских компаний и институтов. Обменялись мнениями, что можем ли у них посмотреть технологию вот этого модульного строительства многоквартирных домов, которые сейчас, в общем-то, этот тренд набирает силу, когда в цеху, в теплом цеху круглый год выполняются определенные работы. И, в общем-то, вот эта часть этого дома или часть этой квартиры уже приводится на объект. Большие перспективы сотрудничества в сфере машиностроения. Ради Хабиров посетил автомобильный завод «БелАЗ», который входит в число ведущих мировых производителей карьерной техники. Белорусские самосвалы сейчас работают на предприятиях УГМК. В ближайшее время будет обсуждаться вопрос поставки в регион новой техники. Башкирская делегация побывала и на Минском тракторном заводе. Есть у них заинтересованность именно в увеличении кооперации по комплектующим, чтобы нарастить объем. Задачу ставят им и руководство Республики Беларусь, чтобы увеличить. Поэтому проговаривали возможные направления. То есть здесь же наши предприятия, которые приехали, эта машинка у нас довольно-таки хорошо представлена. То есть это и Белавтодеталь, это компания и в том числе Уральский пружинный завод. По целому ряду направлений Башкортостан намерен сотрудничать и с крупнейшим машиностроительным холдингом «Амкадор». Проговаривалась поставка техники для коммунальщиков, а также более тесная интеграция с башкирскими предприятиями в плане обслуживания. За экономикой нельзя забывать и про взаимодействие в области образования, науки и информационной сферы. В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между башкирским спутниковым телевидением и национальной телерадиокомпанией Республики Беларусь. Соглашение, которое мы подписали с главным медиахолдингом Беларуси, позволит жителям Башкортостана еще лучше узнать Беларусь, еще больше ее полюбить. Ну и в свою очередь, я думаю, что белорусам также будет интересно узнать, что такое Башкирия, солнечная, медовая, промышленная. Мы об этом будем рассказывать. В Башкортостане проживает более 12 тысяч белорусов, которые сохранили свой язык и культуру. В свою очередь и в Беларуси проживает большая башкиро-татарская диаспора. Ради Хабиров напомнил о программе по переселению соотечественников, а также о развитии сети национальных историко-культурных центров. Мы и встречаемся с руководителями и Татарстана, и Башкортостана. Мы видим, с каким они, с какой теплотой, с каким, то есть открытой душой к нам относятся. В рамках делового визита состоялось несколько сотен бизнес-встреч. Впереди этап осмысления, составления дорожных карт и подписания соглашений. В середине декабря пройдет ответный визит белорусской делегации на неделю бизнеса в Уфе. Если мы сейчас упустим время для сотрудничества, другие побегут впереди нас. Поэтому нам очень важно было сюда приехать, потому что, я подчеркиваю, наш визит, он не носит ритуальный характер. Он очень деловой визит. Александр Григорьевич сказал, что мы очень где-то похожи даже. На самом деле, конечно, немножко такие раскосы у нас глаза, но по трудолюбию, по отношению к любви к земле, по отношению к любви к нашей родине, к нашей большой родине, я думаю, что здесь мы одинаково сами все вместе. В заключительный день визита глава Башкортостана посетил мемориальный комплекс «Хатынь», одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. В 1943-м здесь заживо сожгли 149 мирных жителей. Как отметил Ради Хабиров, на этой земле погибло и большое количество башкирских воинов. И так же, как тогда, выжить в условиях современной экономики возможно только объединив усилия. Артур Шамсудинов, Ильшат Казакулов и Марат Юнусов. Итоги недели. Республика Беларусь. В парке Якутова на Солдатском озере вновь провалился ребенок. Напомню, несколько недель назад там же в воду упала 6-летняя девочка. И вот история вновь повторилась. И опять ребенка спас прохожий. Компания детей, находясь без присмотра взрослых, играла на льду водоема недалеко от Полыньи, когда один из ребят, 10-летний мальчик, провалился под лед. Рядом гулял Константин Ядренкин с женой и 2 детьми. Услышав крики, мужчина бросился на помощь. Пока бежал, увидел, мальчик сам выбрался. Он лежал на льду возле Полыньи. Стонал, был весь мокрый. Видно, был явно в шоке, даже говорить не мог. Снял мокрую куртку, потащил, знаю, там есть теплое кафе, потащил туда в кафе. Позвонили в скорую помощь, позвонили родителям. Супруга помогала активно, она сама врач, то есть она тоже его осматривала до приезда скорой помощи. Понимаете сами, когда кричит ребенок, и так, тут уже мыслей никаких не остается, уже какие-то инстинкты начинают срабатывать мужские. Любой мужчина бы так, наверное, поступил бы.
Травмоопасный сезон. Все больше людей обращаются в медучреждения республики с ушибами и переломами после падения на улице. В зоне риска пожилые люди и дети. Опасность представляет не только гололед, о чем предупреждают врачи-травматологи и где увеличивается риск получить увечья, узнал Азат Садриев. Вместо традиционных санок родители все чаще покупают своим детям тюбинги. Они мягче, легче и быстрее. В этом и заключается главная опасность. Плюшку, летящую с горы, остановить практически невозможно. Дети с переломами после катания уже поступают в больницы. Травмы при катании тюбинга очень тяжелые. Наиболее часто это травмы головы, потому что ударяются головой, падают. Затем на втором месте это травмы конечностей, которые находятся за пределами тюбинга, переломы, ушибы сильные, всякие кровоизлияния в мягкие ткани. И там уже травма позвоночника, которую в некоторых случаях приходится даже оперировать. Не пустует и травмпункт детской республиканской больницы. Маленьких пациентов тут принимают круглосуточно и все чаще с последствиями падений на улице. Обращение каждый день есть. Падение на улице. Школьные тоже, и после школы на эти игровой детской площадке тоже падение есть. Травмы и состояние бывает у некоторых детей тяжелые после травмы. То есть, потому что родительский контроль не очень обращает внимание на это. В зоне риска не только дети, но и пожилые. Удержаться на гололеде шансов у них меньше всего. Конечно, скользко. Иногда ходишь, как пингвин, такой еле передвигаешься, потому что боишься лишний раз как-то что-то сделать и упасть. Я не знаю, как бабушки вообще двигаются. Просто конечно, опасно. Безусловно, скользко. Ну ладно, там песочком посыпали. Я понимаю, конечно, да, там погода меняется. Все-таки обстановка такая. Мы, молодые, можем еще как-то сгруппироваться, потому что если что там упасть там в этом плане, а пожилые как? Чуть что сразу перелом и все. Травмпункт. Один неловкий шаг на гололеде может привести к сильнейшим ушибам или даже переломам конечности, а лечение займет несколько месяцев. И лишь от вашей внимательности и контроля за детьми зависит, где вы встретите наступающий Новый год. Дома, в кругу семьи или на больничной койке. Азат Садриев, Булат Закирьянов, Мунир Вильданов. Новости. Уфа. Дома из фанеры и земляные полы. В Баймакском районе местные чиновники выдали детям-сиротам квартиры, непригодные для жилья. По результатам экспертизы круглогодично там жить нельзя, но у семей выбора нет. Прокуратура выехала на место. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Радмир Азнабаев продолжит. Просто здесь ОСБ обшитый, а внутри ничего нету, пустота. Стены из фанеры, постоянные протечки и полы из щебенки. Явно не то, что дети-сироты ждали в очереди не один десяток лет. В таких условиях живут Хундияровы с двумя маленькими детьми. А в доме нет ни воды, ни санузла. Местные власти обещали решить проблему еще в 2017 году, когда сдавали жилье. Обещанного молодые супруги ждут уже более 3 лет. Получается, я пробурил скважину, и получается мы со скважины набираем в бачок и заносим домой. Так, санузел? Санузел у нас на улице. Получается, я новый построил, прокопал, и там глубина была 30-40 сантиметров, это максимум. Получается, весной все смывало. Когда дом получали, нам сказали, что вон там вот будка стоит, там колодец будет. Посмотрите, там вообще ничего нету. В такой же ситуации и мать-одиночка с годовалым малышом Алина Бурибаева. Сюда женщина заселилась только в этом году. Но грезы о новоселье разбились о холодные полы в прямом смысле этого слова. Ведь, как выяснилось, линолеум в доме был уложен чуть ли не на землю. Мы сами привели воду, так как я беременная была, ребеночка ждали. Для удобства привели воду, и когда вскрывали полы, мы их утеплили. И когда мы вскрыли полы, там обнаружилась, то есть вот земля, там сантиметров 10, и начинается уже пол. Сверху лежит мешок этот хозяйственный же есть. Он лежит, фанера и линолеум, и все. То есть мы еще дополнительно слой фольгоизола постелили, чтобы было более-менее тепло. Потому что ребенок уже ползает, и на полу вообще холодно. На проблему обратили внимание только после видеообращения детей-сирот в интернете. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» сразу же после прокурорской проверки. Ход расследования на контроле у надзорного органа. В ходе проверки были выявлены нарушения. По этим нарушениям прокуратура было внесено в адрес администрации муниципального района Баймакский район представление об устранении указанных нарушений. Кроме того, в дальнейшем в ходе проверки были выявлены и другие обстоятельства, в результате которых для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации и предпринимателей прокуратурой Следственный комитет
направлены материалы для решения вопроса об их уголовном преследовании. Эти квартиры в 2 домах купила администрация Баймакского района у местного бизнесмена. Сумма сделки почти 8 миллионов рублей. Квартиры передали детям-сиротам по договорам найма. По муниципальным документам дома каким-то образом оказались пригодными для жилья и даже соответствовали санитарно-техническим требованиям. А по факту люди заселялись в квартиры без удобств, да еще и с долгами. Когда мы заселялись, у нас счетчики были накручены до такой степени, что при заезде мне пришлось платить 20 тысяч, чтобы мне не отключили электричество. А мне 60 даже. Там у нас 50. Нам сказали платить, потому что это наше золото. Нам пришлось платить. По результатам экспертизы некоторые квартиры признаны непригодными для круглосуточного проживания. Но семьям с детьми придется пережить здесь еще зиму, ведь большинству сирот податься некуда. По предварительной оценке на восстановление потребуется почти 2 миллиона рублей. Сейчас правоохранительные органы изучают всю документацию и допрашивают сотрудников администрации, чтобы выявить виновные лица. Радмир Азнабаев и Булат Магданов. Итоги недели. В Сочи прошел Конгресс молодых ученых. Участие приняла и делегация из Башкортостана. Республика представила отдельный стенд на выставке научных достижений с экспонатами практически всех ведущих вузов региона. Среди них работы для улучшения жизни, усовершенствования самолетов. В рамках Конгресса УГНТУ заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом. На съезде собрались представители ведущих научных и образовательных учреждений, органов власти, индустриальных партнеров. Подавляющее большинство – молодые ученые. А тех, кто пытается улучшить жизнь республики, страны, да и в целом мира – Лилия Курбанова. Жидкость течет в заданной структуре. Под микроскопом материал распределяется как по полочкам в зависимости от того, какими свойствами обладает. Голубая жидкость – это подкрашенная вода, бесцветное силиконовое масло. Технология поможет облегчить работу медикам, химикам и генетикам. Это результат 11-летних исследований. Сейчас молодые ученые разработали новый цифровой подход к проектированию и изготовлению микрофлюидных аналитических платформ. Понятно, что не может заменить, допустим, исследования на макроуровне, проведение тестов каких-то, допустим, нефтянки, на макроуровне. Но это поможет понять механизмы более тонкие, которые лежат в основе макроэффектов. Это, то есть, одно. А с другой стороны, это конкретные готовые устройства, которые применяются в медицине для проведения анализов. На стенде Евразийского научно-образовательного центра собраны практические разработки почти всех ведущих высших образовательных учреждений республики. Башгосуниверситет показал 3 экспоната. Причем при создании одного из них в успех не верили даже коллеги ученых. Вяжущие компоненты ранее как-то не воспринимали всерьез. Ввиду того, что говорили, это химическая реакция, она нестабильная. Какая связь у популяции и онкологии? В Уфе изучают предрасположенность у пациентов к раку яичников и молочной железы в зависимости от популяции. Работа ведется в молодежной лаборатории Евразийского научно-образовательного центра. Ее открыли только осенью, и уже есть первые результаты. То, что мы выявляем при онкологии, мы считаем, что это генетические факторы риска. Следующим этапом это скрининг этих выявленных нами генетических маркеров уже на больших популяциях. Там большие крупные исследования, выборки по 2000 человек и более. Разработки молодых ученых оценил президент Российской академии наук. Александр Сергеев был в жюри конкурса «Приоритет-2030». Башкортостан тогда отличился своей амбициозностью. Была дискуссия, каким образом мы ставим задачи об определении, евразийского человека. Он, собственно говоря, откуда, почему он должен быть, что у него там за геном такой. Ясно, что мы ведь на пересечении времен, путей находимся, особенно в Башкирии. И это, постановка очень такого интересного вопроса. Нетривиальная задача. Вы традиционно сильны в химии, в новых материалах, в энергетике, тут вопроса нет. Один из экспонатов на стенде Евразийского НОЦ – биоразлагаемый материал, который можно использовать для создания кашпо, ящиков и цветочных горшков. В ходе процесса экструзии замешивается соответствующий растительный компонент, получается гранулят с растительным компонентом, и уже в дальнейшем с помощью пресс-форм все это дело прессуется в то или иное изделие. Мы получаем в итоге экологичный пластик.
Исследователи Уфимского авиационного университета в облаках не витают. Первым делом у участников молодежной лаборатории УГАТУ самолеты, если точнее, улучшение характеристик деталей. Установка, которая позволяет за очень короткое время наносить разные металлы. То есть мы делаем очень тоненький слой титана, потом очень тоненький слой алюминия. И до этого не делали просто потому, что не на чем было делать. Не было такого оборудования. А мы, соответственно, уже имеем такую возможность. Одна из прорывных работ ученых Башкортостана, а именно УГНТУ, производство игольчатого кокса. Материал прежде в Россию заказывали из-за рубежа. Его используют при изготовлении электродов большого диаметра, которые, в свою очередь, нужны для выплавки электростали. В этом году игольчатый кокс произвели на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Там проводится реконструкция установки. Так что в скором времени иголку в индустриальном стоге будет найти гораздо проще. В настоящий момент в России такого производства нет. После того, как будет установка реконструирована в 2022 году, и у нас будет свое производство игольчатого кокса в России. На съезде УГНТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским национально-исследовательским университетом. Вместе они будут работать в рамках карбоновой и водородной тематики. Мы, наверное, больше говорим о компетенциях республики, и нефтяного университета в том числе, с точки зрения производства, транспортировки и хранения. Московский энергетический университет, они еще и говорят о применении для конечных потребителей метановодородных, или в чистом виде водородных смесей и топлив. Поэтому мы сможем выстроить полноценную такую цепочку, проект полного цикла. Достижения Башкортостана оценил помощник президента России. Нашему региону Андрей Фурсенко отводит особое место на научной карте страны. У республики хорошая база и традиции хорошие. Университеты башкирские, они вообще всегда были на хорошем уровне. Радует, что одновременно с традиционными такими направлениями, это двигателестроение, это материаловедение, нефтянка, конечно. Есть новые направления, связанные с биологией, с медициной, с информационными технологиями. Министерство науки и высшего образования объявляло конкурс на создание молодежных лабораторий. Башкортостан получил федеральное финансирование на 6 таких пространств, по 15 миллионов рублей на каждое. В лабораториях работают молодые специалисты, треть – это студенты и аспиранты до 39 лет. Участники Евразийского НОЦ получают мегагранты. Все это позволяет ученым не думать о том, на какие средства существовать и приобретать оборудование. Как и полагается исследователям, посвятить себя поиску не финансов, а новых прорывных решений. Мы на региональном уровне очень много мер поддержки ввели с этого года. Глава республики в условиях пандемии, коронавируса все равно подписывает все те инициативы, которые в рамках НОЦ предлагаются. Это и указы по грантам молодым ученым, которые мы перезапустили в этом году, и 20 человек получат это финансирование уже на следующей неделе. Это мегагранты региональные, которые проводятся при экспертизе Сколковского института науки и технологий. 300 миллионов на 3 года. Мы тоже их распределим на следующей неделе, я думаю, и доведем до университетов. Это значит, 4 новых школы мирового уровня у нас появятся в регионе. На выставке около 50 стендов, каждый это отдельный регион. Всего более 300 разработок, в том числе премьерных, которые только планируют воплощать в реальность. Так что экспозиция – это некая миниатюра России будущего, которую, возможно, будут населять и роботы. Лилия Курбанова, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. А сейчас события, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. Минувшей ночью в центре Уфы произошла страшная авария. На пересечении улиц 50 лет октября и Мингажева столкнулись Мазда и ВАЗ-99 модели. В результате ДТП водители и пассажиры отечественного авто скончались до прибытия скорой помощи. По предварительной информации ГИБДД, 99-ка была угнана, а рулевой, не имеющий прав, пытался скрыться от инспекторов. Тем временем в больнице остаются 2 человек после аварии в Стерлитамакском районе. Микроавтобус с пассажирами врезался в остановившийся внедорожник Toyota и съехал в кювет. Всего в результате происшествия пострадали 6 человек. Жителя Стерлитамака приговорили к 20 годам лишения свободы. Такое наказание мужчина получил за изнасилование и убийство женщин. Преступный след тянулся с 2006 года. Следствие установило, что 45-летний мужчина совершил преступление в отношении своей бывшей жены, а также жительниц Мечетлинского района и Стерлитамака. Тела 2 своих жертв маньяк расчленил и выбросил в разных районах Башкирии. Правоохранители доказали, что подсудимый действовал умышленно. В
Хайбулинском районе погиб шахтер. Трагедия произошла в шахте Бурибаевского горно-обогатительного комбината. Причину смерти пока не называют. В предприятии заявили, что ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Погибшему было 45 лет. У него остались жена и 3 детей. На комбинате создана комиссия, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. В Уфе суд вынес приговор виновнику смертельного пожара. В марте прошлого года в 9-этажке по улице Ферина произошло возгорание. 3 жильцов погибли, среди них мать с 12-летним ребенком. Они задохнулись, пытаясь выбраться на улицу. А вот 59-летний пьяный виновник пожара и его собутыльники спаслись. Как выяснилось, после распития спиртного они уснули, оставив включенным тепловой вентилятор, который и загорелся. Суд приговорил хозяина квартиры к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года, а также взыскал в пользу родственников потерпевших около 1 000 000 рублей компенсации морального вреда. В Башкортостане ослабят ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники. Министерство торговли и услуг внесло в Госсобрание соответствующий законопроект. Согласно документу, розничная продажа алкоголя запрещается 3, 4 и 5 января с 17 часов до 10 утра, а 6 января с 17 до 23 часов. Ранее 3 января алкоголь в магазинах не продавался. С 4 по 6 января спиртное можно было купить с 10 утра до 2 часов дня. Этот законопроект действует в регионе с 2019 года. Минувшей осенью Минторговля предложила полностью снять этот запрет. Однако тогда законопроект отправили на доработку. Как сейчас отмечает в Курултае, компромиссное предложение сохранит ограничения на продажу, но сделает его более мягким. Ученые Башкирского государственного аграрного университета запатентовали свое изобретение. Речь идет о новом способе получения напитка «Башкирская буза». Авторы отмечают, что продукт на растительном сырье, толкании из пророщенного зерна, обладает массой полезных свойств и насыщен витаминами. Также в него добавляют концентрированную кисломолочную закваску. Она, в отличие от используемых в обычном рецепте дрожжей, не оставляет в напитке остаточного содержания алкоголя. Сейчас ученые работают над вариациями бузы со вкусом меда и лимона. В республике стартовала акция «Творческая елка желаний». Это региональный проект и проводится впервые. От федеральной елки желаний творческая отличается нематериальными подарками. К примеру, это может быть выступление со звездой, поход на футбол или хоккей, исполнение роли в театральной постановке. Желающие могут оставлять записки со своей мечтой в Государственном концертном зале «Башкортостан». В акции могут принять участие дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет. Принимать желания организаторы будут до 29 декабря. В Башкортостане стартовало строительство 2 инфекционных госпиталей. Медучреждения возводят в Сибае и Туймазах. Старт работам дал Ради Хабиров во время Всероссийского медицинского форума, который прошел в Центре управления республикой. Мероприятие организовали не только в офлайн, но и в онлайн-формате, благодаря чему участие смогли принять министр здравоохранения России и главврач коммунарки Денис Проценко. Форум был посвящен борьбе с COVID-19. Подробности в следующем материале. Коммуникации подведены, техника готова к работе. Уважаемые коллеги, старт разрешаю. Этим кураем зацвести суждено зимой. Строители одновременно принимаются за возведение 3-го и 4-го ковид-госпиталей. Казалось, еще недавно начинали строить первую инфекционку в Зубово, но с того момента прошло более 1,5 лет, а необходимость в таких больницах так и не отпала. Действительно важное очень для нас событие, для нашего Зауралья. Мы один из самых отдаленных округов. Ковид-госпиталь рассчитан на 50 боксовых палат. По 4 пациента будет находиться. Максимальная возможность на сегодняшний день того госпиталя, который планируется построить, это 200 человек. В случае роста заболеваемости и увеличения количества пациентов, возможность увеличить сам госпиталь, такая возможность имеется именно вот в каждом лепестке. В Зауралье проживает более 310 тысяч человек. В Туймазах и близлежащих районах почти 440 тысяч. Госпитали дадут не только увеличение мест, но и улучшение технического оснащения. На пике заболеваемости КТ-аппарат в Сибае едва справлялся с нагрузкой. Объект ответственный, поэтому мы будем здесь работать круглосуточно. Количество людей рабочих – это более 1000 человек. Готовность самих зданий, полная готовность должна быть в феврале месяце закончена. Вместе с благоустройством и со всеми сетями. Опыт Башкортостана уже тиражируется по всей стране. На Всероссийском медицинском форуме онлайн выступили представители регионов, в которых успели построить или еще возводят инфекционные центры. Это Челябинск, Оренбург, Белгород. Правда, прозвище больницам дали свои
В Челябинске это «Ромашка», не знаю, как Белгород назовет свои госпитали, но у нас несколько другой проект, у нас «Глазик». Мы строим полноценную инфекционную больницу, и мы планируем закрыть инфекционную больницу, которая сегодня в центре города, она 34-го года рождения, ей почти 100 лет, и у нас задача переехать. В последнюю волну количество коек в Башкортостане доходило до 8,5 тысяч. Подобных цифр еще не было. Мы подумали, что мы раскидаем географию госпиталей. Вот западная часть у нас довольно большой куст, густонаселенный. Это Туймазы, Белебей, Октябрьский, поэтому там решили посадить. Один решили посадить, соответственно, где-то в Сибае. Безусловно, надо смотреть. Нам сложно прогнозировать, как будет происходить развитие коронавируса, потому что каждый раз появляются новые виды, каждый раз мутирует коронавирус, поэтому мы подумали, что надо там построить. Башкирским проектом инфекционного центра заинтересовалась и Республика Беларусь. После окончания пандемии ковид-госпитали могут получить вторую жизнь. Я думаю, что они вольются и усилят стационарную базу регионов. Один луч оставить инфекционным, остальные лучи перепрофилизировать в многопрофильные. Отдельный вопрос, конечно, но там же мельцеровские боксы. Но ведь это прекрасно, если пациент находится один в палате, даже в неинфекционной ситуации. И это опять возвращение то, о чем мы говорим уже несколько лет, о пациентоориентированности. На форуме ведущие российские и иностранные медики обсудили методы борьбы с коронавирусом. Израиль, к примеру, первая страна, достигшая коллективного иммунитета. С коронавирусом там удачно борются с помощью вакцинации. По этому же пути идут и в нашей стране. Но оказалось, большую роль играет не только число привитых, но и время. Нам необходимо не просто вакцинировать нужное количество людей, сейчас 80% говорим, да, а вакцинировать их в кратчайшие сроки, хотя бы за полгода, чтобы действительно вот этим так называемым колпаком безопасности уже достигнуть коллективного иммунитета. Если мы, скажем, в кратчайшие сроки не достигнем коллективного иммунитета, так и будем мы из одной волны входить в другую. В Башкортостане для коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 400 тысяч человек. Пройти эту отметку надеются в феврале. За 11 месяцев инфляция в республике достигла 7,8%. Этот показатель стал самым высоким с 2015-го. Цены на продукты выросли. В Башштате подсчитали, насколько сильно увеличилась стоимость с начала года и на какие товары. На этот раз особенно заметна и динамика роста индекса Оливье – 6% против традиционных 2-4%. Почему подорожали продовольственные товары и насколько возросла цена главного новогоднего блюда, расскажет Айгуль Хатыпова. Огурцы подорожали, помидоры подорожали. Уж сегодня капусту купила, и капуста и то подорожала. Цена на капусту действительно стала больше. За месяц ее стоимость увеличилась на 16%, как и на многие другие продукты. С начала года индекс цен на продовольственные товары вырос на 9,5%. Сильнее всего подорожание отразилось на гречке. С начала года стоимость этой крупы увеличилась на 33%. Из продуктов питания заметнее остальных подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. Также подорожали говядина, свинина, мясо птицы. За период с начала года больше всего подорожали это мясо кур на 28%, свинина на 16%, говядина на 11%. На повышение цен обратили внимание и жители республики. Особенно тяжело рост инфляции перенесли пенсионеры. Голодом сидеть не будешь, приходится покупать и брать то, что есть. Нынешней зарплаты не хватает. Потому что зарплата и цены в магазине – это две разные вещи. Цены выросли, я считаю, да. Особенно на молочку и на сыры. Фрукты, овощи дорогие. Детям витамины нужны. Да, в целом цены выросли, я это чувствую. Особенно по тем, скажем, первичным продуктам. Это в основном молоко, яйца. В целом стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 18%. Кроме того, в Росстате посчитали так называемый индекс Оливье. В этом году набор ингредиентов новогоднего салата в целом по стране подорожал более чем на 6%. Так называемый индекс Оливье уже много лет используется как точное отражение уровня инфляции. В этом году ингредиенты самого новогоднего салата по классическому рецепту, в основе которого колбаса, картофель,
Морковь, зеленый горошек и майонез обойдется жителям республики примерно в 322 рубля за 2 килограмма. При этом в прошлом году цена за 2 килограмма салата достигала 303 рублей. Самыми подорожавшими продуктами стали картофель и морковь. Подорожали не только продукты и непродовольственные товары. Рост цен отметили и в сфере услуг. Например, стоимость работ ремонтников с начала года выросла на 22,3%. Больше денег придется отдать и операторам связи. Цена за пакет услуг увеличилась на 3,5%. А посещение детского сада подорожало больше, чем на 12%. И транспорт, и все прибавилось. И очень намного. А пенсия на месте сидит. По словам Министерства торговли, на скачок стоимости продуктов повлиял глобальный рост цен, не очень хороший урожай, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения количества приезжающих на сезонные работы в Россию трудовых мигрантов. Но еще ряд факторов – это то, что пандемия как раз ограничила передвижение людей, и у нас многие производители сельхозпродукции были в этом году вынуждены снизить свои посевные площади в связи с тем, что нарушился процесс трудовой миграции. Но, тем не менее, на сегодня в Республике Башкортостан есть ряд направлений, где мы активно занимаемся развитием как раз именно пищевой перерабатывающей промышленности. Все эти направления как раз должны стабилизировать рост цен на те или иные виды продукции. И подобный рост цен сейчас наблюдается по всей стране. Внимание на это обратил и Владимир Путин. Проблему обсудили на совещании президента с правительством. Глава государства поручил реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции и в 2022 году существенно увеличить производство и поставки мяса, сахара и овощей. Не исключено, что власти могут принять новые меры поддержки граждан. Агуль Хатыпова, Булат Садриев. Итоги недели. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.